У Всевышнего, единственной, высшей силы, жизнедателя и хранителя людей, есть послание для тебя, дорогой возлюбленный. Примите это полностью, ведь предстоящие 30 минут изменят вашу жизнь. Я призываю вас не игнорировать ни одну его часть, поскольку вы можете упустить из виду важные благословения, предназначенные для вас. Всевышний готов пролить на вас финансовые благословения, которые избавят вас от проблем и долгов. Вы будете поражены, когда внезапно все начнет работать в вашу пользу. Вы можете задаться вопросом, почему в вашей жизни происходят эти изменения, и хотя немедленные ответы могут быть неочевидными, верьте, что ваши мечты сбываются, и вы находитесь на пути к жизни, к которой всегда стремились. Приглашаем вас просмотреть это видео полностью. Если вы верите в чудеса, знайте, что ваши крики не остались незамеченными. Ваши слезы были замечены, ваше горе было свидетелем. Не упустите возможность получить изобилие и помощь, которых вы жаждете, не только для себя, но и для своих близких. Через 3 дня, ровно в 10 минут 8 утра, на вашем банковском счете произойдет чудесная финансовая трансформация. Все ваши расходы утроятся, открывая невероятный потенциал роста. Иисус сказал в Евангелии от Марка 10, 27-31, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Тогда Петр сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой». Иисус ответил: «Истинно говорю вам, никто, кто оставил свой дом, семью или землю ради Меня и ради Евангелия, не получит во 100 крат теперь, в это время и в будущем веке, жизнь вечная. Но многие первые будут последними. Поэтому, дитя мое, не сомневайся. Примите эти финансовые благословения с верой и надеждой, написав 555. Не упустите эту уникальную возможность изменить свою жизнь и достичь изобилия, о котором вы всегда мечтали. Подготовьтесь к процветающему финансовому будущему с Богом на вашей стороне. Если вы верите в благословенную силу Господа, оставайтесь до конца видео. Ваша вера приведет к тому, что богатство придет к вам раньше, чем вы ожидаете. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал, чтобы получать больше вдохновляющего контента. Вы не будете разочарованы. В Евангелии от Матфея 24, 12-13 говорится: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший до конца спасется». В Иоанна 15, 1-11 говорится: «Я истинная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую ветвь, приносящую плод, подрезает, чтобы она могла принести больше плода». Помните, Бог всегда с вами. Он не оставил тебя и верно защищает тебя. Вы будете преуспевать во всех аспектах своей жизни. Куда бы вы ни ступили, вы будете процветать и приносить плоды, ибо прямо сейчас вам даруются благословения и чудеса. В 17 главе Иеремии содержится мощная метафора: «Блажен человек, который надеется на Господа, чье упование – Господь. Он подобен дереву, посаженному у воды, пускающему корни свои по течению. Он не боится, когда приходит зной, ибо листья его остаются зелеными. Оно не беспокоится в год засухи, ибо не перестает приносить плод.
Представьте себя тем деревом, посаженным у вод изобилия и процветания, не боящимся жары и засухи, ибо вы знаете, что Бог заботится о вас. Вы то дерево, которое приносит плоды во все времена года, потому что вы знаете, что Бог благословляет вас. Напишите 777, чтобы принять это пророческое слово в свое сердце и заявить о своем доверии Господу. Независимо от интенсивности жары, это дерево не будет бояться. Его листья останутся яркими и полными жизни даже в трудные времена. Точно так же человек, который доверяет Богу, обретет поддержку и безопасность в Его присутствии, подобно дереву с глубокими корнями, ищущему воду. Напишите «Я верю», чтобы принять это слово с верой и поделиться этим благословением со своей семьей. Ваши финансы будут расти в геометрической прогрессии, обеспечивая финансовую стабильность, к которой вы стремились. Кроме того, ваше здоровье помолодеет, и вы почувствуете себя более энергичным и сильным, чем когда-либо. Ваши отношения значительно улучшатся, и в вашу жизнь придет больше гармонии и счастья. Это Божье обещание вам. Дитя мое, я желаю тебе, чтобы ты процветала и приносила плоды. Я хочу, чтобы вы испытали радость и удовлетворение в жизни. Верьте в Бога и Его бесконечную силу. Заявите о своем доверии к Нему, написав 888 как символ вашей веры. Сегодня будьте готовы получить Его благословение в области финансов, здоровья и отношений. Да будет вам известно, что существует безграничный источник богатства, который непрерывно вливается в вашу жизнь. Это не просто ручеек, а мощная, полноводная река процветания, приносящая изобилие и безопасность в вашу финансовую жизнь. Приготовьтесь получить это благословение, поскольку финансовое процветание уже близко и готово воплотить ваши мечты в реальность. Напишите 222, чтобы подтвердить это заявление. Бог был молчаливым наблюдателем ваших сражений и побед, вашей боли и удовольствий. Он никогда не остается равнодушным к вашим слезам, никогда не игнорирует ваши призывы и никогда не отстраняется во время ваших невзгод. Он постоянно присутствует в вашей жизни, внимателен к каждой детали, всегда готов поддержать вас. Бог жаждет исцелить вас, облегчить все ограничения, болезни и страдания, которые вы переносите. Он жаждет прикоснуться к вашей финансовой жизни и наполнить ее, как неиссякаемый колодец, открывая новые возможности и открывая двери, которые казались навсегда закрытыми. Будьте воодушевлены энергией и решимостью, которую Он приносит, потому что Его цель – обеспечить вам успех и процветание, которого вы так долго ждали. Сегодня вечером Он раскроет детали своих планов через ваши сны, и это будет великолепно. Верьте, пришло время, когда все финансовые проблемы будут решены, и все опасения о вашем будущем будут переосмыслены с точки зрения того, что вы будете делать с таким изобилием. Напишите 999, чтобы принять это пророческое слово с верой и благодарностью. В Евангелии от Матфея 21 час 22 минуты говорится: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Этот стих подчеркивает значение веры в Бога и силу молитвы. Итак, доверьтесь способности Бога изменить вашу финансовую жизнь, молитесь с верой и примите благословение,
которое Он приготовил для вас. Иисус учил, что когда мы искренне просим Бога о чем-то, Он слушает и отвечает. Это поощрение доверять Богу и верить в Его обещания. Бог никогда никого не разочаровывает, и ничто не выходит за рамки Его возможностей. Я превращаю ваши страдания в силу, вашу тревогу в решимость, а ваши проблемы в возможности. Возможно, вы еще этого не осознаете, но я работаю за кулисами, чтобы вызвать положительный сдвиг в вашей траектории. Напишите 15 часов 15 минут, чтобы получить лучшее от Господа. Бог заявляет со всей своей мощью и божественным присутствием, что Он сдвигает горы и создает возможности в вашу пользу. Ожидайте прилива возможностей и испытайте сильное счастье, подобное яркости полуденного солнца. Почувствуйте Его присутствие рядом с вами в этом путешествии, сопровождая вас на каждом шагу, всегда готовый направить и защитить вас. Вы рождены, чтобы побеждать, рождены, чтобы сиять. Он обещает, что у вас никогда не будет недостатка в том, что вам нужно, и у вас всегда будет изобилие ресурсов, чтобы вести благополучную жизнь. В Исаии 41:13 говорится: «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку, это я говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Этот стих является напоминанием народу Божьему о том, что им не нужно бояться, поскольку Бог с ними и готов помочь. Тот факт, что Бог берет правую руку человека, означает Его присутствие, готовое привести его к безопасности и защите. Напишите 333, чтобы принять это слово с верой и надеждой. В этом стихе также подчеркивается любящая природа Бога и Его желание помочь своим детям в трудную минуту. Это обещание помощи и защиты Бога может стать источником утешения и ободрения для тех, кто полагается на Него. Бог со своей любовью и поддержкой обещает, что, когда вы доверитесь Ему и поверите в Его силу, Он явит свои обильные благословения, настолько обширные, что вам будет трудно поверить. Знайте, что вас ценят, и вы заслуживаете жить в полном финансовом изобилии и наслаждаться жизнью без забот. Напишите 111, если верите в это. Время чудес быстро приближается, принося с собой решение всех ваших финансовых проблем. Не бойтесь, ибо процветание близко, и вы будете безмерно благословлены. В Псалме 102, 17-18 говорится: «А любовь Господня от века до века к боящимся Его, и правда Его к детям детей, к соблюдающим завет Его и помнящим исполнять заповеди Его». В этом стихе подчеркивается Божья верность и вечная любовь к тем, кто боится Его и соблюдает Его завет. Те, кто имеет близкие отношения с Богом, кто любит и уважает Его, удостоены Его праведности. Завет Бога со своим народом нерушим завет любви и верности. Он обещал, что Его любовь никогда не закончится, и Его обещание исполняется каждый день. Более того, это приглашение каждому поверить в Его надежность и искать близких отношений с Ним, чтобы мы могли испытать безусловную любовь Бога. Напишите 444, чтобы подтвердить свое обязательство подчиняться Его заповедям и бояться Его. Это обещание, что даже если внуки будут соблюдать Его завет, Божья верность и праведность будут продолжать присутствовать в их жизни. Это большое ободрение для тех, кто переживает трудные времена и нуждается в слове надежды.
Оно напоминает нам, что Божья любовь постоянна, и мы всегда можем положиться на Его верность, даже когда жизненные обстоятельства обескураживают нас. Дорогие мои дети, я знаю о трудностях, боли и страданиях, с которыми вы сталкиваетесь. Я слышу ваши молитвы, желания и мечты. Я хочу, чтобы ты знал, что я никогда не остаюсь равнодушным к твоим слезам, никогда не глух к твоим мольбам и никогда не игнорирую твою боль. Когда ты доверишься мне, я покажу тебе путь. Напишите «Я принимаю Божью благодать», чтобы требовать ее с верой. Но сегодня я обращаюсь к вам с просьбой о финансовом изобилии и процветании, которого я так желаю. Я знаю, что ты владелец всего золота и серебра, и ты способен удовлетворить все мои потребности. Я верю, что ты хочешь, чтобы я жил в изобилии не только для собственного счастья, но и для помощи окружающим. Я прошу, если в моей жизни есть что-то, что мешает вашему финансовому благословению, вы покажете мне это и поможете мне это исправить. Помоги мне быть хорошим распорядителем ресурсов, которые ты мне дал, чтобы чтить Твое имя и исполнять Твою волю. Я верю, Господь. Я знаю, что в моей жизни есть план и цель, предназначенные для меня, и я верю в вашу способность изменить мое финансовое положение. Я молюсь о Твоей милости и благодати, чтобы осыпать меня, открывая небесные окна и изливая благословения, превосходящие мое понимание. Я ищу Твоего божественного присутствия, чтобы оно направляло меня, освещая мой путь, чтобы я всегда соответствовал Твоей воле и мог быть благословением для окружающих. Благодарю Тебя, Господь, за то, что услышал мои молитвы. Я доверяю Вам и жду финансового процветания и изобилия, которые Вы мне приготовили. Во имя Иисуса. Аминь. Если эти слова нашли отклик в вашем сердце и принесли вам радость, пожалуйста, выразите свою признательность в этом видео, чтобы больше людей могли испытать счастье, которое мы приносим через наши сообщения. Бог заявляет, что вы – Его дитя, рожденное от Его Духа. Если вы верите в Бога, мы призываем вас поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы получать наши ежедневные воодушевляющие послания и получать благословения. Любая болезнь или горе, которые вы испытываете, не имеют над вами власти. Смерть не коснется вас, и в этом нет недостатка, а только изобилие всех Его обетований. Бог обещает войти в ваш личный храм, изгоняя всех, кто торговал вашими надеждами, привязанностями и удовольствиями. Он гарантирует восстановление всего богатства, которое может предложить Голгофа. Бог заявляет: «Дитя мое, я возвращаю тебе то, что отняли годы». Жизнь преподала тебе бесценные уроки и поставила тебя на стражу, но я твой защитник. Поднимайся и продолжай наступать, пока не станешь свидетелем того, как небеса спускаются на землю. В ваших обстоятельствах. Бог понимает боль в вашем сердце, страдания и тяжесть, которую вы несете. Он призывает вас глубоко дышать в Его утешение. Он утешает вас и ведет на новые территории, нетронутые тьмой противника, который теперь полностью побежден в вашей жизни. Бог заявляет, что Он благ, не стремясь быть порядочным, Он добр по своей сути. Бог пребывает внутри вас, проявляя свою доброту, потому что Он добр по природе.
Бог уверяет вас, что небесный молот правосудия качнется в вашу пользу. Все, что вам остается, это радоваться и наслаждаться переходом от упадка и разочарования к возвышению и благословениям в Его Царстве. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы праведны. В Его глазах вы невиновны. Ваше сердце может осуждать вас, но Бог выше вашего сердца, и Он знает обо всем. Бог говорит: «Дитя мое, не обманывайся во времена обмана, даже избранные могут быть введены в заблуждение. Мои овцы узнают мой голос и не прислушаются к голосу чужого. Следуй за мной, и я проведу тебя через неспокойный путь. Пора, пока волны не утихнут, и вы не будете окружены моим спокойствием через Христа Иисуса». Мир, который превосходит всякое понимание, будет охранять и охранять ваше сердце и разум. Не смущайте свое сердце, потому что мир, который я даю, не является миром мира. Бог заявляет, что Он создает для вас место здесь, а не только в будущей жизни. Ваша жизнь предназначена для того, чтобы прожить ее и наслаждаться Его присутствием и добротой, наполняющей ее. Не соглашайтесь на выживание, когда задаетесь вопросом, как пережить каждый день. Возвысьте свои мысли и увидите, что все начинается именно с этого. То, о чем вы настойчиво думаете, построит крепость надежды или страха. Вместо этого погрузитесь в Его полноту, которая включает в себя все, что Он имеет и выражает в вашей жизни. Когда вы любите Его и соблюдаете Его заповеди, Он любит вас в ответ и обитает в вас, проявляясь через вас. Вы можете приобщиться к божественной сущности, которая производится и формируется внутри вас только посредством Святого Духа. Бог заверяет вас, что Его не волнует, что делает противник, и Его беспокоит то, что он делает. Он уверяет вас, что любые внешние признаки движения и турбулентности являются ответом на то, что Он делает. Он наступает, а противник отступает. Поднимитесь и осознайте, кто вы и что вы есть. Бог заявляет, что 2000 лет назад Он дал вам благословение. Требуйте их, принимайте их смело и уверенно, потому что они ваши. Даже если бы вы были последним человеком на земле, Он бы послал Своего Сына умереть за вас, потому что вы ценны. Вы Его драгоценное достояние, Его дитя, и Он хочет, чтобы вы ходили в полноте всего, что уже принадлежит вам. Бог не божество простого выживания, Его более чем достаточно. Сегодня Он заставляет вас пить из своего богатства. Он берет ноги твои из многочисленных ручьев и ставит их на скалу, которая есть Он, чтобы ты утвердился в своем приходе и преуспел в своем уходе. Примите изобилие, которое Он приготовил для вас. Мудрость и учение, которые Бог делает доступными для нас, неоценимы. Он умоляет нас учиться и следовать Его путями, доверять Его непоколебимой верности. Он призывает нас развивать искреннее сердце, наполненное почтением к Его имени. Нельзя отрицать, что у нас был трудный год. Иногда мы даже задаемся вопросом, способны ли мы или достойны ли мы выполнить задачи, которые Он нам поручил. Однако это послание служит мощным напоминанием о том, что мы можем преодолеть все препятствия через Христа. Итак, не поддавайтесь разочарованию и не позволяйте страху удерживать вас от реализации своей мечты. Помните, что Бог всегда с вами,
предлагая свое руководство и поддержку. Вам суждено добиться успеха в ваших начинаниях. Предстоящий этап вашей жизни будет насыщенным и полезным. Все трудности, борьба и боль, которые вы пережили в последнее время, будут компенсированы вашим отказом капитулировать и вашей решимостью сохранять оптимизм. Приближаясь к 2023 году, начните с того, что не зацикливайтесь на трудностях 2022 года. Верьте в Божий план. Размышляя об уроках, извлеченных в 2022 году, во-первых, Бог всемогущ, во-вторых, Христос, наш вечный Царь, в-третьих, Дух пребывает внутри нас, в-четвертых, Церковь остается критической, в-пятых, сатана продолжает обманывать, в-шестых, Евангелие всегда спасительно, и, наконец, слава исходит исключительно от Бога. Для Бога нет непреодолимых препятствий. Подтвердите эту истину, если вы в нее верите. Я молюсь в наступающем году о том, чтобы Бог продолжал направлять и защищать мою семью и меня. Мы выражаем благодарность за Его бесчисленные благословения и ищем у Него прощения за наши проступки. Мы молимся, чтобы Он разрешил наши затруднения, направил нас и защитил нас во имя Иисуса. Учения Бога ведут нас по пути чистоты. Именно благодаря приверженности Его Слову мы можем сохранить эту чистоту. Пророчество предсказывает рождение Сына по имени Иисус, который освободит свой народ от их грехов. Бог уверяет нас, что жизненные испытания и невзгоды могут причинять боль, но не уничтожат нас. Он всегда с нами и никогда не позволит чему-либо причинить нам вред. Мы Его дети, лелеемые и любимые. Вездесущий голос Божий направляет нас, учит не позволять страху одолевать нас и не падать духом перед лицом грозных препятствий. Помните, вам предстоит сражаться не в одиночку, Бог с вами. Ваши молитвы достигли небес, и ваши слезы были услышаны. Ваши финансовые трудности вот-вот превратятся в чудо. Поверьте, что вы находитесь на грани перехода от фазы недостатка к периоду изобилия. Мы смиренно просим нашего Небесного Отца окружить нашу семью своей божественной защитой и безусловной любовью. Мы молимся Ему во имя Иисуса. Бог призывает нас доверять Ему. Несмотря на каждую бурю, которую бросала нам жизнь, Он был нашим постоянным спутником, удовлетворяя все наши потребности и обещая продолжать защищать нас, наши семьи и наших близких. Несмотря на трудные времена, верьте в Его время. Изменения уже на горизонте. Встречайте этот новый день, путешествуя к месту назначения, более прекрасному, чем вы могли себе представить. Все бессонные ночи, долгие дни, жертвы и внутренняя работа, которую вы предприняли, скоро принесут свои плоды. Вы собираетесь сделать значительный шаг вперед. Ожидайте увеличения финансового достатка, появления новых друзей на всю жизнь и проявления мощных возможностей, соответствующих призванию вашей души. Бог заверяет вас, что вскоре вам придется рассказать другую историю, одну из чудес, которые украсили вашу жизнь. Выразите свою благодарность Богу за то, что Он провел вас через трудные долины, поскольку Он сделал вас сильнее, выносливее и мудрее. Давайте поразмышляем над 5 мощными молитвами. Во-первых,
мы просим Господа искоренить в нас всю лень, продвигая нас к полной реализации нашего потенциала и изгоняя промедление. Во-вторых, мы молимся Богу, чтобы Он вселил мир в наше замешательство, радость в нашу печаль и надежду в наше сердце. В-третьих, мы просим Небесного Отца удалить из нашей жизни то, что не предназначено для нас, раскрывая то, что действительно принадлежит нам, и защищая наш путь от отказа. В-четвертых, мы просим Бога успокоить наш разум, исцелить наше сердце и облегчить наше бремя. Верьте в силу этих молитв. Знайте, что ваши молитвы услышаны и помощь неминуема. Ваше решение скоро появится. Это сообщение служит подтверждением того, что на горизонте маячит что-то важное. Сезон борьбы подходит к концу. Если вы верите в силу молитвы, подтвердите эту истину. Бог утверждает: «Я свет мира». Если вы последуете за Мною, вы не будете ходить во тьме, ибо свет Мой ведет к жизни. Замечательные вещи уже на горизонте. Прогресс, которого вы добиваетесь, несмотря на текущие проблемы, является свидетельством вашей стойкости и преданности делу. Подходите к каждому дню с непоколебимой верой, ибо чудеса неизбежны. Давайте вознесем благодарственную молитву. Небесный Отец, мы благодарны за то, что живем сегодня. Мы можем не знать, что нас ждет впереди, но мы вверяем этот день в Ваши руки. Бог уверяет нас, что перемены неизбежны в 2023 году. Ваша жизнь сделает большой позитивный поворот. Ваше финансовое положение улучшится, и вы обретете настоящую любовь. Бог может восстановить сломанное и превратить его во что-то прекрасное. Все, что вам нужно, это иметь веру, даже если она такая маленькая, как горчичное зерно. Не теряйте ни минуты на беспокойство. Бог уже все сделал за тебя. Враг хочет, чтобы вы беспокоились о том, что будет дальше, чтобы вы не могли наслаждаться тем, что имеете сейчас. Но это ложь. Перестаньте беспокоиться и всегда сосредотачивайтесь на Боге. Наслаждайтесь каждым днем, который Он вам дал. Невозможно сломить того, кто ищет счастье в Боге. Слава Богу за все случаи, когда Он говорил «нет», потому что у Него было лучшее «да». Подтвердите эту истину, если вы согласны. Бог говорит вам, что вы ценны. Вы Его заветная собственность, Его дитя, и Он хочет, чтобы вы ходили в полноте всего, что Он приготовил для вас. Он не Бог едва выживающего, а Бог изобилия. Сегодня Он приглашает вас черпать из Его богатства, выведя вас из многих ручьев и поместив на скале, которая есть Он, чтобы вы могли утвердиться в своем приходе и преуспеть в своем уходе. Примите изобилие, которое Он предоставил вам. Бог говорит: не смейте сдаваться и не позволяйте страху отговорить вас от вашей мечты. Помните, что я с вами, и вы добьетесь успеха. Вы можете это сделать. Все, что находится на горизонте, того стоит. Через что вы прошли в последнее время, все ваши трудности и вся ваша боль будут вознаграждены, потому что вы отказались сдаваться и решили видеть позитив. Первое правило 2023 года – не зацикливаться на том, что пошло не так в 2022 году. Доверьтесь Божьему плану. Его божественная сила дарует нам всех.
Божественное знание, дарованное нам им, привело нас к Его славе и совершенству, и благодаря этому нам были дарованы Его драгоценные и великие обещания. Именно через эти обетования мы можем приобщиться к божественной природе, избежав тления этого мира, рожденного от греховных желаний. По этой причине мы должны стремиться укреплять нашу веру добродетелью, нашу добродетель – знанием, наше знание – самоконтролем, наше самообладание – стойкостью, нашу стойкость – благочестием, наше благочестие – братской привязанностью, нашу братскую привязанность – любовью. Если мы обладаем этими качествами и постоянно их совершенствуем, наше познание Господа нашего Иисуса Христа не будет неэффективным или бесплодным. Помните, те, у кого нет этих качеств, близоруки до слепоты, забыв, что очистились от прошлых грехов. Поэтому мы должны усердно подтверждать свое призвание и избрание, ибо если мы будем практиковать эти качества, мы никогда не упадем. При этом нам будет обеспечен щедрый вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нам также напоминают слова из Иова 36, 10-11, в которых говорится, что Он открывает их уши для наставления и повелевает им отвернуться от беззакония. Если они слушают Его и служат Ему, они закончат свои дни в процветании и годы в радости. Псалом 46, 1, 7 заверяет нас, что Бог – наше прибежище и сила, непрестанная помощь во времена бед. Мы не должны бояться, даже если земля упадет или горы сдвинутся в сердце моря, несмотря на ревущие и пенящиеся воды или дрожащие горы. Есть река, потоки которой приносят радость граду Божию, священному месту, где обитает Всевышний. Бог внутри нее, а она не будет колебаться. Бог поможет ей на рассвете. Народы могут быть в смятении, царства могут падать, но когда Он возвышает свой голос, земля тает. Господь Вседержитель с нами, Бог Иакова, наша крепость. Нас утешает Святой Дух, призывающий нас сделать перерыв и терпеливо ждать, пока нас не ждет что-то сенсационное. Что-то за пределами наших самых смелых мечтаний. Итак, давайте успокоимся и предвкушаем приближающиеся великие события. Послание к Римлянам 6, 22-23 напоминает нам, что мы были освобождены от греха и стали рабами Божьими. Результатом этого является освящение, а высшим даром является вечная жизнь. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. В числах 23 часа 19 минут нам напоминают, что Бог не человек, поэтому Ему следует лгать или менять свое мнение. Что Он говорит, Он сделает, и что Он говорит, Он исполнит. Поэтому, если вы думали, что жизнь дала вам все, подумайте еще раз: Создатель Вселенной, высшая сила, которая движет всем, имеет для вас прямое послание. Вас ждет еще очень многое. В 121 псалме нам напоминают, откуда приходит наша помощь: от Господа, Творца неба и земли. Он не позволит нашей ноге поскользнуться. Тот, кто наблюдает за нами, не дремлет и не уснет. Господь наблюдает за нами, Он наша тень по правую руку, защищая нас от солнца. Днем и луны ночью. Он сохранит нас от всякого зла, Он сохранит нашу жизнь и ныне, и во веки веков. Псалом 1, 1, 3 говорит нам:
насколько блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит на месте насмешников. Но его радость в законе Господнем, и он размышляет о его законе день и ночь. Этот человек подобен дереву, посаженному при потоках вод, приносящему вовремя плоды свои, и лист которого не вянет. Что бы он ни делал, он преуспевает. В послании к Римлянам 1, 16-17 нам сказано не стыдиться Евангелия, ибо оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, затем елину. Оно открывает праведность Божию от веры в веру, как написано, праведник верою жив будет. И если мы чувствуем глубокую внутреннюю энергию, внутренний зов из глубин Вселенной, это Бог говорит нам что-то важное. Он рядом с нами, ободряя нас прямым посланием с небес. У меня еще есть для вас гораздо больше. Представьте, что каждое испытание, каждое препятствие – это новая дверь, и за каждой дверью сюрприз от Бога. Он обещает в каждом шаге и каждом спотыкании: «Я буду рядом с тобой, поднимая тебя и подталкивая вперед». Иногда жизнь может показаться минным полем проблем, но помните, надежда – ваш щит, а Бог – ваш непогрешимый наставник. Он уверяет нас, что, хотя кажется, что все против вас, мой свет будет сиять, указывая путь. Мы должны думать о наших самых больших мечтах, настолько больших, что мы почти боимся произнести их вслух. Бог знает каждого из них и говорит: «Я готовлю почву, сею семена». Каждое желание твоего сердца – мой проект. Нас утешает 2 Коринфянам 1, 3-5, где говорится, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы были способны утешать находящихся в любой скорби тем утешением, которым утешаемся Богом мы сами. Ибо как мы обильно участвуем в Христовых страданиях, так через Христа мы обильно участвуем и в утешении. Во 2 Коринфянам 5 часов 17 минут нам напоминают, что кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло, и вот пришло новое. В Иоанна 10, 27-30 нам сказано, что его овцы слышат его голос, и он знает их, и они следуют за ним. Он дает им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не похитит их из его руки. Отец, отдавший их ему, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца. Он и Отец одно. Бог не просто зритель, Он режиссер. Вы ключевой персонаж в захватывающем повествовании, организованном самим Богом. Вы, возможно, задаетесь вопросом: почему я? Почему Бог так много вложил в меня? Ответ прост. Вы уникальное и незаменимое творение, божественное произведение искусства, созданное самим Богом с определенной целью. Я здесь, чтобы заверить вас, что Бог организует невероятный сдвиг в вашей жизни. Сдвиг, который оставит всех в восторге. Божественная любовь, вера и надежда, наполняющие атмосферу, являются свидетельством начала этого чудесного путешествия. Бог работает за кулисами, организуя сюрпризы и выравнивая небесное тело, чтобы вы могли исполнить свое божественное предназначение. Поэтому держитесь за свою веру, берегите ее и готовьтесь к необычному путешествию. Помните, Бог все контролирует, и лучшее еще впереди.
Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным, застрявшим посреди шторма, потерявшим направление и цель? Бог с вами. У Него есть важное послание для вас. Приготовьтесь, ведь грядущее бросит вызов всему, что вы знали. Бог, Создатель космоса, сегодня стучится в твою дверь и говорит: «Дитя мое, ты думаешь, что испытал все это, но то, что я приготовил для тебя, еще больше. Я здесь каждый день, в каждом вздох, каждый шаг и каждое испытание. Откройте свое сердце, позвольте надежде взять верх. Когда все кажется неопределенным, надежда станет вашим якорем. Если вы это чувствуете, если желаете этой надежды в своей жизни, подтвердите это, написав 777 в комментариях. Путешествие может быть американскими горками со взлетами и падениями, но Божья любовь и сила остаются неизменными. Он заявляет: «Я здесь, чтобы защитить вас, воодушевить вас и принести вам мир». Не позволяйте трудностям обескуражить вас. Моя сила действует способами, которые вы даже не можете себе представить. Если вы верите в преобразующую силу Бога, напишите здесь 555. Более того, Бог подарил вам жизнь и обеспечит все, что вам нужно. Да, нетерпение может попытаться потянуть вас вниз, но Бог говорит: «Подождите, доверьтесь мне, ибо я запланировал для вас невероятные вещи». Если вы сейчас чувствуете Божью любовь, хочу увидеть 12 в комментариях. Давайте вознесем сердечную молитву. Небесный Отец, мы смиренно признаем Твою мудрость и владычество, как сказано в Деяниях 1:7-8. Ты определил сроки и сезоны нашей жизни, и в своем божественном плане Ты даровал нам дар Святого Духа, позволяющий нам быть Твоими свидетелями до конца земли. Мы ценим это обещание и твердо стоим на фундаменте Ваших обещаний. Мы заявляем о своей вере, как сказано во 2 Коринфянам 1:20-22. Каждое обещание, данное Вами, находит свое исполнение во Христе. Мы говорим «Аминь» Твоей воле и цели не для нашей славы, а только для Твоей. Во Христе мы обретаем нашу силу и индивидуальность, помазанные и запечатанные Вашим Духом как гарантия Вашей вечной любви. Мы принимаем обещание прощения и дар Святого Духа всем, кто кается и крестится во имя Иисуса Христа, как сказано в Деяниях 2:38-39. Мы требуем этого обещания для себя, наших детей и всех тех, кого Вы призываете к себе. Господь, мы заявляем, как во Второзаконии 26:17-19, что Ты наш Бог, и мы желаем ходить Твоими путями, соблюдая Твои заповеди и постановления. Мы обязуемся повиноваться Вашему голосу, доверяя Вашему обещанию возвысить нас и сделать нас народом, святым для Вас. Мы благодарим Тебя за доверие, которое дает нам жертва Христа, позволяя нам приблизиться к Твоему святому присутствию с сердцами, очищенными верой, и телами, омытыми чистой водой, как сказано в послании к Евреям 10:19-23. Господь, в жизненных испытаниях и трудностях мы находим утешение в Твоих словах из Исаии 41:10-13 и Исаии 40:27-31. Ты наша сила, наш помощник и наше прибежище. Мы не устрашимся, ибо Ты с нами, и разум Твой безмерен. Ты обновляешь силу тех, кто ожидает Тебя,
позволяя нам парить, как орлы, бежать, не уставая, и идти, не падая в обморок. Наконец, из Второзакония 31, 6-8 мы черпаем силу и мужество из вашего обещания никогда не оставлять и не оставлять нас. Мы идем вперед, зная, что Ты, Господи, идешь впереди нас. Во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя, мы молимся. Аминь. Помните, вы бесценны в глазах Бога. Не позволяйте никому говорить вам обратное. Не позволяйте критике или сомнениям унижать вас. Ваш потенциал не имеет границ. Бог уже проложил для вас путь, полный возможностей. Скажите «Аминь», чтобы подтвердить неизбежное наступление глубокой трансформации в нашей жизни, как предсказано во Второзаконии 28:2, когда благословения будут сопровождать нас, если мы будем верно повиноваться Господу Богу нашему. Изменения в вашей жизни неизбежны, превращая застой в текущий поток, дефицит в изобилии, смятение в ясность, боль в мир, а бедность в богатство. Точно так же, как Иисус чудесным образом накормил 5000 5 хлебами и 2 рыбами, Он собирается приумножить ваши ресурсы, превратив их дефицит в изобилие. Как сказано в Евангелии от Матфея 6:33, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Поразмыслите о божественных обетованиях в Царстве праведности, и все будет даровано вам. Будущее таит в себе потенциал финансовых чудес, захватывающих открытий, значительных прорывов и еще более глубоких благословений. Будьте готовы принять их с непоколебимой верой и безграничной благодарностью. Размышляя о Малахии 3 часа 10 минут, где Бог обещает излить столь великое благословение, ожидайте избытка благословений, которые оставят вас в ошеломляющем изобилии. Божье обещание открыть давно закрытые двери в вашей жизни непоколебимо. Чудеса вот-вот начнутся, вызывая глубокие и позитивные преобразования. Утешайтесь заверением, данным в Откровении 3:8, что Он открыл перед вами дверь, которую никто не может закрыть. В этом сезоне Бог разрушает негативные циклы, которые держали вас в плену, и направляет вас в новую эру свободы, процветания и изобилия. Если это послание находит отклик в вашем духе, пусть числа 12 часов 12 минут подтвердят вашу веру, согласуясь с обещанием Исайи 43:19. Будьте уверены, что Бог не глух к вашим молитвам. Его ответы могут прийти неожиданным образом, но они наверняка придут в идеальное время. Подумайте о мудрости Исаии 55:8-9, которая напоминает нам, что мысли и пути Бога превосходят наше понимание. Ваша жизнь скоро вступит в период, характеризующийся непрерывными чудесами и благословениями. Бог посылает впереди вас своих ангелов, чтобы помешать планам ваших противников, прекрасно выраженным в Псалме 91:11. Доверьтесь Ему, и предстоящие 6 месяцев обещают необычайные благословения, беспрецедентную щедрость и решение ваших проблем и дилемм самыми удивительными способами. Ожидайте, что вся ваша семья будет погружена в Божье благоволение, и чудеса проявятся именно тогда, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Пусть числа 11 часов 11 минут послужит подтверждением вашей веры.
Будьте уверены, что у Бога есть грандиозные планы на вашу жизнь. Доверьте Ему свою веру и наблюдайте, как Он восстанавливает разбитые кусочки, даруя вам и вашим близким глубокие и обильные благословения. Спасибо, что присоединились к нам сегодня в этом вдохновляющем путешествии. Если это послание тронуло ваше сердце и нашло отклик в вашем духе, мы призываем вас сохранять веру, надежду и позитив, которые оно несет. Мы приглашаем вас поставить лайк, поделиться и подписаться на наш канал, чтобы оставаться на связи с нашим воодушевляющим контентом. Поступая так, вы присоединяетесь к нашему постоянно расширяющемуся сообществу людей, ищущих духовного роста, ободрения и поддержки. Помните, сила веры и веры может привести к невероятным преобразованиям в вашей жизни и жизни окружающих вас людей. В течение дня помните об этом глубоком послании и позвольте ему вести вас к более светлому и изобилующему будущему. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или личные истории, которыми вы можете поделиться, не стесняйтесь делать это в разделе комментариев ниже. Нам нравится слышать ваше мнение и узнавать о том, как вера и позитив повлияли на вашу жизнь. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше вдохновляющего контента, и пусть ваше путешествие будет наполнено благословениями, чудесами и изобилием радости. До следующего раза оставайтесь сильными в вере и продолжайте верить в чудеса, которые вас ждут.